посольстве Кыргызстана в России идет подготовка к предстоящему референдуму по Конституции. Соответствующая аппаратура получена, бюллетени также доставлены. Значит, сколько у нас в списке, в каждом УИК раздадим соответствующее количество бюллетеней. Они распишутся, пересчитают ручно обязательно, поставят 2 подписи, председатель и секретарь, и поставим печать. Вот тогда бюллетени, они будут действительны. А без 2 печатей, без печати, без 2 подписей эти бюллетени, они не действительны. Как и на президентских выборах, по всей России избиратели будут голосовать на 15 избирательных участках. 5 из них будут открыты в Москве. Участки остались на тех же местах. 3 участка у нас будут посольства на территории посольства Кыргызской Республики. И 2 участка будут у нас недалеко в школе. А по спискам избирателей есть какие-то изменения? Да, по спискам были изменения. Почему? Потому что когда, значит, наши граждане меняют свои паспорта, что загран, что ID мы тоже начали менять, мы их автоматически, значит, ставим на консульский учет. И, естественно, они были до 27 марта текущего года, до 12 ночи, они были включены в список. Сейчас в настоящее время в списках по 5 участкам в городе Москве более 21 тысячи избирателей. Кроме подготовки к плебисциту, в консульской службе идет активная работа по замене старых ID-карт на новые с биометрическими данными. А какие документы сделал что-то? Я меняю ID-карту, истек ее срок. Также у меня истекает срок действия загранпаспорта. На него тоже подаю документы. Все это я заметила тогда, когда продлевала регистрацию. Стоит отметить, что выдача общегражданских так называемых загранпаспортов временно приостановлена. ГРЭС готовит новые образцы этого документа с биометрическими данными. Отмечу, до сентября можно продлить срок действия имеющегося загранпаспорта. Мирбек Молдаконов, Аскар Уланулу, Алату 24, город Москва.